Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. Многотысячелетняя история абхазов приковывала внимание путешественников и ученых, посещавших Абхазию в различные исторические эпохи. Многие из них делали заметки, писали статьи о быте, нравах и обычаях абхазов. Несмотря на субъективный взгляд авторов, все же они представляют определенный интерес. В начале XX века Абхазию посетил ученый Александр Миллер. Александр Александрович Миллер окончил инженерное училище в Петербурге. В 1901-1904 годах учился за границей, в Париже. Вернувшись в 1906 году в Россию, на протяжении 27 лет работал в этнографическом отделе Русского музея, занимаясь археологией и этнографией Кавказа. В советское время профессор Ленинградского государственного университета, преподавал этнографию Кавказа в Институте восточных языков. В 1908 году Миллер написал статью под названием «Археологический и этнографический очерк Черноморского побережья». В ней автор коснулся многих аспектов жизнедеятельности абхазов. При изучении истории Абхазии начала XX века статья заслуживает определенный интерес. Черноморское побережье делится в топографическом и климатическом отношении на две части: северную от Новороссийска до Сочи и южную от Сочи к Сухуму и далее. Северная часть холмиста, доступна холодным северо-восточным ветрам. Южная часть отличается гораздо более теплым климатом. От Гагр горы постепенно отходят от берега, и ровная береговая полоса постепенно увеличивается к югу. Такое деление, естественное, вполне соответствует и известной разнице в этническом и археологическом отношениях обеих частей побережья. Южная часть, древняя Колхида, колонизована была греками в глубокой древности. Торговые фактории скоро развились цветущие города Фазис, Тиенос, Диоскуриас, Питиус и другие. Торговля велась меновая и международная. По свидетельству многих греческих писателей, в Диоскурии сходилось более 100 различных народностей, приходили даже в Тирофаги за солью. В V веке до Рождества Христова Афины получили от Диоскурии привилегию вывозить хлеб без пошлины и грузить свои корабли первыми. Существенный удар этим колониям нанесен был опустошительной войной Митридата с Римом. Диоскурия сильно пала и известна нам в дальнейшем периоде своей истории под именем Севастополиса. Однако крупная роль международных торговых центров была утрачена колониями надолго. Многие из них были разорены во время продолжительных войн Кавада с Юстином и Хазроя с Юстинианом. При Юстиниане на побережье, в частности в Абхазии, построено было много храмов, от которых остались многочисленные развалины. Капитальный интерес сводится к отысканию древних городов. Высказывалось предположение, что Сухум стоит на месте Диоскурии. В начале XX века вопрос о месторасположении Диоскурии оставался открытым. О местонахождении древнего города высказывались порой полярные мнения. Это было обусловлено прежде всего тем,
что наука не располагала достаточными техническими средствами, чтобы поставить все точки над «и». Отсутствие развалин объясняется постепенным опусканием берега. На месте теперешнего Сухума можно видеть пригород, вся же Диоскурия в воде. Доказательство. Обрыв берега у моря представляет собой культурные наслоения разных времен, начиная от античного. Случайных находок в обвале берега было немало. В 1907 году открыт водопровод. Старая крепость из булыжника на цементе построена на древнем основании, которое ясно видно. Стена от крепости исчезает в море. Факт постепенного завоевания берега морем известен всем жителям Сухума. В 6 верстах от Сухума у реки Келасур начинается стена, идущая с перерывами вплоть до реки Ингур. У берега стена имеет башню. На холме тут же к ней примыкает укрепление овальной формы с одним входом. Возможно, что это древняя трахея, известная по описанию Прокопия «Войн Хазроя Сюстиниана». Неглубокая раскопка башни дала типичную культуру. Обломки поливных с узором сосудов неместной работы. В 35 верстах от Сухума, в горах, в местности, называемой Цибильда, Миллером были открыты развалины древней крепости. По мнению ученого, это была древняя Цибила, упомянутая еще в VI веке византийским историком Прокопием Кесарийским. Древних погребений в южной части побережья мы не видим, по крайней мере туземных. Причина местности эта была со времен глубокой древности населена абхазцами, которые умерших не предавали земле. Северная часть побережья имеет иной археологический характер. Развалины храмов редки, появляются дольмены. Типичный дольмен из 4 плит, перекрытый 5-й. Постепенно этот тип переходит в дольмен, целиком высеченный в скале, сохраняя, однако, снаружи форму составного. Древние погребения нередки. Погребения плоские, древнее курганных. При исследовании могильника близ селения Карповка были открыты 24 погребения. Время 6-7 век по Рождеству Христова. Культура. Мечи, кинжалы, ожерелья сердоликовые, янтарные пасты, бронзовые браслеты, серебряные серьги, серебряные прорезные бляшки, типичные для того времени. Встретились погребения без насыпей и более позднего времени. Появляется в могилах камень. Культура, удила, сабли, серебряные дутые пуговицы, громадных размеров наконечники копий, черкесские курганы с камнем. Обычай посыпать курганы сохранялся черкесами очень долго, вплоть до огнестрельного оружия и магометанства. Исследованы развалины древней крепости в Дузукале. Южная часть побережья населена абхазцами, древним народом. Несмотря на греческие и византийские колонии и международную торговлю на побережье, абхазцы остались в стороне и, не поддавшись, видимо, никакому иноземному влиянию, сохранили до наших дней в своем быту следы глубокой старины. В последнее время, впрочем, южная часть Абхазии подверглась сильному культурному влиянию мингрельцев. В участках же Кадорском и Гудаутском абхазцы сохранили вполне свои обычаи и даже языческие верования. Живут абхазцы разбросанно, отдельными дворами. Двор окружается забором. Жилой дом 3 типов. Круглая плетеная хижина, вкрытая конической крышей из папоротника или кукурузной соломы. Этот тип здания старый. Теперь в дальнейшей эволюции жилища он отходит под кухню и заменяется 4-угольной плетеной хижиной с 4-скатной соломенной крышей. Как в том, так и в другом жилище. Нет ни труб, ни окон. Деревянный дом с окнами на сваях распространился лишь в последнее время, главным образом среди князей. Плотники, строящие такие дома, рачинцы, мингрельцы или турки. Обстановка простая, низенькие скамьи и столы. Утварь деревянная. Глиняная посуда покупается в местечках у мингрельских гончаров.
употребляются черпаки и сосуды из тыкв. Бог, Творец Вселенной, Анчва. Ему молятся и приносят жертвы. Существует хорал-молитва с повторяющейся фразой: «О ты, который с громом спускается на землю и с молнией восходит в небо, ты, которому известно число песчинок на дне морском», и так далее. Кончается восклицанием «Ахдау». Анчва приносят жертвы во время бездождия. Жертвы общественные, по приговору сельских сходов. Собираются у реки, иногда служит молебен православный священник. Затем старик, держа веревку, к которой привязан бык, обращается к Богу с молитвой. Быка режут и варят. Надев на палочку кусочек печенки и сердца, старик вторично обращается к Богу с молитвой, после которой все говорят «Аминь». На вышку из жердей кладут куски сердца, печени. Вареное мясо едят на земле, на листьях или плетенках. Женщины в пире не принимают участия. Во время бездождия совершается и другая обрядность, в которой нельзя не видеть выродившегося человеческого жертвоприношения. Теперь эту обрядность исполняют только дети. Чучело, одетое женщиной, несут к реке и топят. При этом бьют лягушек и поют «Дивово, дивово, зарикваква, мркалдыш». Царская дочь хочет пить, вина она не пьет, а ручейки так малы. Дай же хоть капельку, хоть капельку. Лет 50 тому назад процессия к воде и потопление чучела совершались женщинами, одетыми в праздничные костюмы. Чучело везли на осле, покрытом белым пологом. Что это пережиток человеческого жертвоприношения, ясно и из других абхазских поверий. Например, если идет сильный дождь, говорят, кто-то утонул. Во время сильной засухи в Кадорском участке абхазцы разрыли могилу перса и кости положили в ручей. Если утонет человек, то принято хоронить его душу. Душу ловят в бурдюк на берегу, выманивая ее из воды пением и музыкой. Завязав бурдюк, душу везут на кладбище. Бог Анчва, Творец Вселенной, создал других богов для руководства делами людей и различными явлениями природы. Аф – бог грома и молнии. Если молния убьет быка, это считается посещением бога. Все собираются вокруг трупа, поют, танцуют. Хозяин быка приносит в жертву Аф другого быка и обращается к Богу с молитвой. Труп же убитого молнией быка кладут на специально установленную вышку, где и оставляют на съедение хищным птицам. Любопытно, что такой же обычай практиковался еще недавно по отношению к человеку, убитому молнией. Никто в этом случае не должен был плакать, но все радовались посещению божества. Труп убитого клали на вышку. В этом обычае можно видеть пережиток древнего абхазского погребения. Шасшу Абжнаха – бог ремесел, искусств. Местом проявления силы этого божества считалась кузница. Посредником являлся кузнец. Кузнец совершает со своей семьей молитву и жертвоприношения в кузнице ежегодно под Новый год. Не все кузницы пользуются репутацией святого места. Известность какой-нибудь кузницы часто переходит из поколения в поколение. Часто кузница развивается, потомки знаменитого жреца уже не знают этого ремесла, однако старший в роде продолжает приносить жертвы и приводить к присяге, пользуясь для этого маленькой моделью кузницы, которая нередко состоит из горна, кусков шлака в нем и нескольких металлических предметов. Кусок шлака из кузницы сохраняет в себе божественную силу, если его перенести и в иное место. В виноградных садах часто вешают шлак, предупреждение ворам, что место свято. В случае разногласия при тяжбах и в других случаях в кузнице приводят к присяге. Если присягавший заболеет, считается, что он ложно присягнул. В этом случае приносится искупительная жертва с молитвой. В важных же случаях к присяге приводят в Лорском храме
Пицунском или на священной горе Дудрюбш. На верхушке горы Дудрюбш есть развалины древнего византийского храма, истолковываемые абхазцами как гробница святого. На предгорье – священное место, у которых приносят жертвы и присягают. В роще у одного из деревьев можно видеть старые жертвы. Секиру с арабской надписью золотом, шлем, ружье, металлические сосуды. Привилегия привода к присяге принадлежит дворянской фамилии Чичба. Обычай приносить жертвы на деревьях был очень распространен в Абхазии, судя по частым находкам металлических предметов под деревьями. Этот же обычай существовал и у черкесов. Он очень стар. У Прокопия в описании абхазцев читаем: «Эти варвары даже до моего времени воздавали почитание рощам и лесам по причине своего грубого невежества, считая деревья за богов». Что касается частного случая святой горы Дудрюбш, то здесь мы имеем превращение христианского культа опять в языческий, ведь на вершине горы развалины древнего храма. По преданию, где-то на горе и теперь есть икона Божьей Матери. Наконец, само название святого места Анкиснаха Дудрюбш в переводе значит «Богородица, что на Дудрюбше». Ажвейпша, Абен Инчвах, боги охоты. Перед охотой приносятся жертвы. Записана молитва со слов дворянина Беслана Хварукия. Перед началом облавы Хварукия взял в руку нащипанную собаки шерсть и сказал: «Абанинчвах, бог Хварукия, Ажвейпша, чтоб Беслан не осрамился, чтобы Беслан убил лучшего кабана, чтобы все мы с радостью и большой добычей возвратились домой». После молитвы шерсть собак брошена была в огонь. Айтар, бог скота. Пастухи приносят ему жертвы. Есть бог земледелия и другие. Верят абхазцы также в русалок. Музыка исцеляет душу, говорили древние. О целительных свойствах музыки знали и абхазы. На этот счет существует множество преданий. Александр Миллер, хоть и вкратце, но дал описание нескольких абхазских музыкальных инструментов. Музыка играет в быту обрядовую роль. Есть национальные инструменты: ачерпан, дудка с трехголосными отверстиями, абхерца, двухструнный смычковый инструмент, и аюма, род арфы с 14 струнами. Аюма теперь исчезла. В прежние времена на ней играли и аккомпанировали, воспевая геройские подвиги и войны. Абхерца – инструмент общераспространенный. На этом инструменте играют, развлекая больных, на пирах и так далее. Поют во всех случаях жизни определенные хоралы: при рождении, на свадьбе, скачках, при вынимании пули у раненого и так далее. Танцуют под аккомпанемент пения. Вообще Абхазия представляет собой неисчерпаемое поле для исследователя как в смысле археологическом, так и часто этнографическом, представляя большой интерес как своими памятниками, так и пережитками в быту черт глубокой старины. Время летит неумолимо быстро. Сегодняшний день, завтра уже история. И нужно помнить, что история учит, если к ней обращаются, но и наказывает,
когда ее забывают.